Аят Машой. Алейкум салам, Маршал, да. Сегодня, сегодня у нас очередной стрим на платформе открытого диалога, 107-й стрим. Сегодня 8 марта 2025 года, 19 часов 12 минут по центральноевропейскому времени и 21 час по 12 минут по городу Джахару. Сегодня, как я сказал, у нас 107-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. С нами сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов. Аят, сразу вам слово, и, как обычно, передаю вам слово, пожалуйста. Приветствую вас. Спасибо. Добрый вечер все, кто участвует и присутствует на нашем стриме. Сегодня мы продолжаем, как сказал Ислам, нашу дискуссию и наше обсуждение по той части, которая все происходит в мире. Мы проводим эту дискуссию, потому что мы должны здесь посвятить наших людей и общаться, и говорить, что происходит в мире и какое место в этом деле, значит, в этой ситуации занимает чеченский народ и его государство, которое оно создало в 1991 году при развале Советского Союза. И какие перспективы для нас, как говорится, в этой ситуации, которая разыгрывается из-за войны, которую начал Кремль против Украины, что это такое и как, и почему сегодня вот так после смены власти в Америке новый президент США вот выдвигает новые какие-то требования, которые даже в мыслях у нас не были, мы не думали даже. Что же происходит, что мы будем делать и каковы наши, значит, возможности, как мы можем повлиять на эту ситуацию. Ну, в первую очередь, мы, конечно, должны говорить о том, что сейчас, какое у нас видение вот, международной политики, которая сегодня так вот демонстрирует, показывает нам, значит, Вашингтон, Москва, Киев и другие вот большие страны, так скажем, они называют себя великими, но величие всегда кроется не в силе, не в грубости, а величие кроется в какой-то вот человечности. Да, человечности, справедливости. Вот этого мы здесь как бы не видим. Значит, агент Путин, вернее, КГБшник Путин, который пришел к власти, он нападает на одну за другой страны из бывшего Советского Союза, начиная с нашей страны, потом Грузия, потом Украина, теперь снова Украина. Они прихватили власть Белоруссии. Мы все это видим. И теперь, после того, как весь мир так ополчился против Путина, можно сказать, противодействует его несправедливости, новый президент, который пришел в Америке, проводит какую-то иную политику, непонятную для многих людей. Непонятно здесь в чем заключается. В том, что он заявляет о том, что он может сейчас захватить те или иные территории, те или иные, значит, каналы, там, Панамский канал, сделать какие-то неадекватные шаги, утверждает, что Путин это хороший человек, он его знает, что Зеленский, они виноваты в чем-то и претендует на то, чтобы, значит, у них вернуть те расходы, которые понесла Америка в ходе вот этой войны, которая уже 3 года прошло. И это для всех удивляет, потому что в мире еще, когда была Вторая мировая война, таких вот претензий агрессор, который повержен или который ведет агрессию, с него должны были изыскать все вот эти, как говорится, расходы. Это было из Германии, которая до последнего времени платила
референции разным, значит, странам, которые терпели от них эти неудачи и страдания. Это люди, которые потерпели тогда большие там унижения, они платили им, ну, например, Израиль, они платили им отдельным вот участникам или заключенным, они платили им зарплату или пенсию, не знаю, как это назвать. Так что вот такая. А теперь, когда это вот все перевоплощается. И мы думали, что поддержка, которая есть у Украины, и поддержка со всех сторон народов, допустим, бывшего Советского Союза, открыта или там, значит, тайная поддержка в душе и в головах, она как бы, значит, сегодня правильно, вот Аслан говорит, чего не хватает там, что перестройка может быть, изменится весь мир, переформатирует все. Будет ли это или нет? Вот в чем вопрос. И нам нужно в этом разобраться. Если мы не будем в этом разбираться, то в конечном итоге завтра мы окажемся обманутыми и снова очень горько думать о себе, что как же мы не догадались. На самом деле мы должны думать не столько о словах, сколько о действиях, которые происходят сегодня. Война, которую развязал Кремль, это агрессивная война, это преступная война. Она противоречит нормам международного права, принципам, конкретно принципам 1975 года Хельсинского о невозможности нарушения границы с внешней стороны. Она противоречит и в целом всему международному праву, право народов на самоопределение, всеобщая декларация прав человека, то есть всем тем гуманитарным вот этим принципам, которые были ну, значит, подписаны всеми государствами мира, членами ООН, около 200 государств мира. Что мы видим? Мы видим, что при всем при этом сегодня Украина как бы, значит, находится на грани того, что она останется одна без помощи Америки. А без Америки вот Запад, я имею в виду вот, европейские страны, они очень надеются, что все же Америка, сама Америка-то за, я так думаю, тоже, да? Но мы это можем исходить из того, что когда избирали президента, ну, почти 50/50, то есть почти 50% были на демократических основах избраний. И эти люди в самой Америке сегодня протестуют против, скажем, политики Трампа, протестуют и во всех странах мира, и мы с вами протестуем тоже. Что же нам делать? Как нам, значит, объединиться? Какие возможности у нас, допустим, к примеру, у чеченского народа, у чеченцев, которые находятся за рубежом, как мы себя должны вести? Кто и как? Мы в этом должны разбираться и должны в этом направлении, значит, информировать наших людей. И то, что мы видим, это только то, что каждый день все хуже. Никакой ясности нет. Вот только сегодня объявили о том, что вот эта информационно-секретная разведывательная информация, которая давалась Украине, что ее там отменил Трамп. Но теперь они передумали, вроде бы, что они будут давать информацию такую секретную. Ну, если Россия будет нападать, то они будут предупреждать Украину о том, что они нападают то-то, то-то. Ну, а возможность, чтобы напасть на Россию, ударить по России, это они, значит, не будут давать. Потом другие какие-то процессы происходят. Теперь они собираются встретиться в этом Саудовской Аравии, в каком-то из городов тамошних, и там обсуждать вопросы вот это порядка земельным металлом или минералом, там будут обсуждать. И там тоже Трамп пытается навязать Украине свою волю, значит, практически оказаться в такой ситуации, я думаю, что Украина не может, или что делать в этой ситуации, что за мир. И Путин, агрессор,
сегодня только радуется, сегодня только все в пользу него, разговоры идут. Что делать? Вот вокруг этого и давайте и поговорим. С моей точки зрения, мы должны все, да, скажем, представить всех народов, народы, государств, которые есть в мире, демократические или справедливые народы, они должны протестовать против этих действий. Или как они хотят там Палестину себе захватить, Трамп заявлять, что мы там сделаем из нее какую-то курортную зону, а этих выселим, а те арабские страны объединились и протестуют, и говорят, что это не будет, что они на себя возьмут все это. Одним словом, как вот сейчас мне сказал Аслан, значит, в Сирии начались военные действия в связи с тем, что Израиль захватил у подножия голландских высот территории, там представители двух народов живут, по-моему, это, сейчас не помню, как они называются, эти народы, вот сегодня только сам мне сказал, но помню, что они теперь решают их оттуда, значит, вытеснить. То есть это власть, новая власть Сирии выступила против Израиля в этом вопросе. Они, мол, не имеют права захватить наши территории. Они в этом, может, и правы, но вопрос не в том, что право или нет, вопрос в том, что сама политика, которая сегодня будет нацелена на изменение, она что нам сулит всем? То есть возможны разные ходы, там Иран, там Израиль, Америка. Вот что произойдет и как это будет двигаться дальше. Давайте вокруг этого поговорим. Мне кажется, что мы должны разговаривать и думать трезво, взвешивать, что полезно для человека, просто для человека, для личности. Что мы будем делать, если вот так вот произойдет? Давайте, Аслан, если есть кто там высказаться, пусть вопросы и продолжим. Спасибо. Это друзы, национальность друзы, но здесь еще указывается, что алавиты тоже поднялись против... Друзы, это вот. Ну, там небольшое количество, допустим, людей, так я помню, я читал про это. Часть друзов проживает в Израиле, часть друзов проживает в Сирии. И какие-то там сейчас боестолкновения идут. Причем сообщается также, что Израиль начал наносить удары в Сирии, в том числе по объектам, которые он считает связаны с Ираном и Хизбаллой. Турция активизировалась, поддерживает вот этот Хаят Тахрир Аш-Шам, вот эту группировку, которая сейчас пришла к власти. Ну и против курдов они ведут. Короче говоря, по-моему, новая серия начинается в Сирии. Вот это да. Это вопрос передела мира, да. Да, и я напоминаю, друзья, все, кто нас смотрит, вы можете задавать вопросы с нами, постоянно ведущий данной платформы Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, ближайший соратник Джохара Дудаева и стоявший у истоков нашего государства вместе с Джохаром Дудаевым и другими людьми. Вы можете задавать вопросы, его зовут Аят Идигов. Все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, вы, пожалуйста, беспокойтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. Все остальные активно принимайте участие. Мы будем, чтобы стрим, во-первых, был интересный, и Аят очень интеллектуальный человек, он сможет ответить на многие грамотно, мудро, на многие нам интересующие нас вопросы. Аят, как вы считаете, какую роль Турция играет в текущей ситуации в Сирии? Вот она... Какую роль? Но роль Турции здесь значительная. Это член НАТО, страна-член НАТО. Там есть атомное оружие американское. Она имеет свои войска. Одна из самых развитых стран мусульманского мира. И население, и территория у них большая. Они
претендует на то, чтобы в этот мир он был справедлив по их понятиям. Но, с одной стороны, можно сказать, что один из вариантов от будущего исламского мира, в котором, значит, есть разные там движения, одни там действуют резко радикальные, другие, значит, такие умеренные. Ну, строго говоря, по религиозным принципам они дают свободу, значит, вероисповедания всем, так и исламские, христианские, другие религии, никаких претензий дают. То есть относительно свободная страна, и экономически она, как мы знаем, сильная страна, и она в политическом отношении лидер Турции Эрдоган, он один из самых таких вот известных и значит, авторитетных людей. И поэтому здесь вот то, что в Сирии вот так вот изменился режим, это говорит о том, что здесь Турция подсуетилась, потому что она знала, что эта Сирия, она была под пятой у Путина. То есть и там проходили все нефтепроводы, которые шли, скажем, из нефтеносных и газоносных стран арабского и исламского мира через Сирию. Ну вот здесь таки вот это дело, сейчас спор идет, то, что начался там, вот этот вопрос захвата этих территорий сирийских Израилем. Здесь будет решаться вопрос, сейчас он начался военным способом, но я думаю, в конце концов это решится мирным способом, за столом переговоров. Турция имеет авторитет на Ближнем Востоке. Вот что я могу сказать об этом. Аят, была информация на Deutsche Welle, это официальный источник информации, как известно, что в Сирии Израиль настаивает в Америке через США, лоббирует вопрос о том, чтобы сохранить базы, российские базы, Хмейми и Тарту, как там называется, две базы, которые там есть российские, для того, чтобы сдержать влияние Турции. Как вы это понимаете, Аят? Только 7 октября совершено нападение, убиты 1200 израильтян, и тот же Путин у власти, на тот же день рождения того же Путина было, и вот такое заявление. Это как возможно? Я просто запутался. Я не слышал это заявление, но если такое заявление было, это, значит, имеет под собой политическую основу, на перспективу. Израиль хочет каким-то там способом защитить свои позиции, так и хочет уже в этом вопросе переориентироваться и использовать Россию в своих целях. Потому что он больше опасается, конечно, Сирии и Ирана, я так думаю, и близлежащих исламских вот этих, если не сказать, что они исламские, ну вот этих арабских стран и те, которые исламское население. Он находится вокруг него находятся все эти страны. Одни, значит, дружат с Израилем, другие против. То есть это какая-то общая региональная политика, которая сегодня нужна для продвижения целей и задач Израиля по расширению своих территорий. Я так думаю. Они даже, вот видите, сейчас, если так, то они России, на сторону России в этом вопросе переходят. Россия тоже это уже хочет. Для чего это нужно? Значит, что говорится о том, что здесь интересы своей страны, вот и в перспективе, чтобы у нее здесь не было каких-то проигрышных моментов. Вот с этим это связано, но есть и другие интересы других стран, рядом находящихся. Это и Турция, это и Египет, и другие все страны, это и Сирия. Так что посмотрим, что из этого будет. И что, как в этом отношении поведет себя, скажем, Америка. Вот если что там сделает этот Трамп. Ведь Трамп не сделал никакого.
знаешь Нет, об не этом? слышал, нет. Ну, они говорят, что Трамп полностью поддерживает Израиль, особенно новая администрация, самая произраильская администрация из всех, хотя все они американские произраильские были администрации, но это как бы самая Особо, произраильская. да, они там вообще-то, как бы, значит, опекают Израиль, это мы знаем все. Мгм. И Израиль, и Америка, они как бы как демократические страны сегодня как-то несколько, значит, начали скатываться с рельс международного, современного международного права. Поэтому мы здесь должны быть осторожны. С чем это связано, мы увидим. Нам надо Мгм. смотреть, что будет дальше. Мгм. Как я думаю, сам. Мгм. А, а какой интерес, Турции, в Сирии? Там, то, что с курдами, и почему вот такая принципиальная позиция с курдами, не дают им создать свое государство? Почему? За что так? Ну, курды — это народ, который где-то 40-50 миллионов. Он проживает на этих территориях, часть территории. Это они считают частью Турции, часть Сирии, и там они хотят создать свое государство. Это старая история, давнишняя, так? И там эту вот позицию, ситуацию использует и Кремль в своих целях. Мгм. Когда мы обращались в Турцию в свое время по вопросу, значит, помощи нам еще в 92-е, 3-е годы, то там как раз вот связано с этими курдами вопрос, они поднимали против Турции. Мы не могли с ними никак никакие. Было видно, что они могут в этой ситуации, там передел может пройти. И поэтому Турция против того, чтобы отдать свои территории и также территории, скажем, Сирии. И все в этой, скажем, здесь Турция имеет возможности, теперь она обладает возможностью, она практически может контролировать. Через них там, с ними вместе Сирия, они могут вот эти все нефтеносные трубопроводы, газопроводы, и все, значит, под их контроль как бы вместе с Сирией становится. Поэтому для них это важно. Важно это и для Израиля, который хочет тоже, видимо, вот это все под себя, значит, подмять, так скажем. Ну, это такая вот ситуация, как здесь будет распределяться на Ближнем Востоке ситуация, будет видно. Но однозначно, что вот эти вот разные вот эти вот движения, они не в пользу, значит, Украины, они в пользу Москвы. Что, Мгм. значит, получается, что здесь вот происходит вот второй, значит, участок войны, несколько, так, и как Мгм. бы расширяется, может быть, мировое вот это движение, направление мировой войны. Но я не думаю, что это так разовьется, хотя ползучим образом тихо-тихо это идет. Ну, там посмотрим сейчас, как они договорятся. Если сегодня такое было столкновение, столько людей убито, это я понимаю, это серьезный вопрос. А в Украине, вот как мы видим, тоже такая ситуация. Ну, посмотрим, что будет, Мгм. какое будет у них решение там. Но в любом случае, какое бы то ни было решение, здесь надо исходить из того, что Америка, если она будет отходить от принципов, скажем, современного международного права и будет заявлять, вот такие делать заявления в отношении самой Европы, значит, санкции против Европы, Канады и других, это как бы, значит, направление того, что Америка, вернее, не Америка, а сам этот новый президент, он претендует на то, чтобы изменить ситуацию в самой, скажем, Америке и устройство государства, устройство самой Америки и на континентах даже. И сейчас вот, когда вот они встречались в Европе вот на днях, то они тоже окончательно не приняли решение, европейские страны. Они готовятся, видимо, еще до конца не прошли, как они будут себя действовать. Видно, они еще будут встречаться с Трампом,
и после этого они окончательно, видимо, эти вопросы решат. Хотя здесь есть разные предложения, но окончательно нет. То же самое и, скажем, на Ближнем Востоке. То же самое, скажем, на Дальнем Востоке. И Китай там уже свой голос подает в пользу, скажем, Европы и в пользу Украины даже. То есть вот такой вот, скажем, винегрет, в котором во всем надо разбираться и думать, что происходит. Почему это все происходит? Видимо, происходит потому, что в мире вот эта борьба за ресурсы, борьба за главенство, она продолжается. И вот сейчас Америка, получив право после развала Советского Союза, как бы, значит, лидером международного, так сказать, движения стала. Но она сегодня она показывает, что ее лидер показывает, что где-то там что-то у них, ну, скажем, зашкаливает. Что-то как будто бы они начинают возвращаться к тем временам, когда они требуют и Гренландию отдать, и другие территории, и, ну, как я говорил, там то-то, то-то, то-то. Они претендуют, это просто вот принцип нарушения международного права, который принят был, ну, при их содействии. Главными были они американцы. У них там находится Организация Объединенных Наций, они главенствовали в тех или иных вопросах в мире, а сегодня здесь как бы все переворачивается, но в самой Америке тоже этот вопрос так не останется, я думаю, ну, без внимания, притом активного внимания, пока что там, видимо, они еще не очухались, что происходит, как и все. Вот такая ситуация. Баркалай, Дересвер. Хасан, Аяд, вы были знакомы с Хасаном Бакаевым? Астанбек сообщает нам, что Хасан Бакаев из Бельгии умер. Вы зарем Бакаев. Когда он умер? Когда? Сегодня, видимо, сегодня сообщается. Да? Да. Да, я был с ним знаком, да. Но мы были знакомы так близко, но он был там редактором Грозненского рабочего, он хороший там историк, и мы все его любили. И сегодня я так не знаю, что с ним, болел он, что ли, или как? Ничего, Асланбек, напиши, пожалуйста, что ты знаешь по этому поводу. У нас такие известные люди, вот как Сайтиев, теперь Бакаев и другие начинают так бы умирать. Ну, я думаю, что это воля Всевышнего, но все же некоторые моменты нас вот под сомнение вот берутся нами. Да, совершенно верно. Да. Да. Да, я что? Ну, аминь. Аминь. Мы выражаем, конечно, соболезнования его семье и всем его родственникам. Это, конечно, утрата для нашего народа, это точно. И не хотелось бы, чтобы он так относительно молодой человек был. Ну, вот так, понимаете. Так подобно ему разные историки, которые у нас есть еще, ну, претендовавшие с ним на споры, я знаю некоторые, да, они как-то были с ним не согласны. Но это обычное явление было, но Бакаев, он был, сам был, это был такой вот очень активный, очень умный и такой, значит, уважаемый человек в нашем народе. Асланбек сообщает, что из средств массовой информации узнал час назад, прочитал, говорит. У него был свой YouTube, есть свой YouTube канал у Бакаева. Да. Исторически. Дело что цена массана моего вещина. Так, Маре Бухтбу, Маре Бахта, да, Муадеба Ухилла. Так, Аят, вот
Сегодня читал Залужного, и он рассказывает вот про новый мировой порядок, в связи с чем я вот назвал сегодняшний наш стрим, что Чеченская Республика Ичкерия – последний недостающий элемент нового мирового порядка. Дело в том, что Залужный говорит, что, скорее всего, ну, мировой порядок и нарушение международного права со стороны России и Путина совершалось грубо, неоднократно. Ну и сейчас уже Соединенные Штаты начали себя соответственным образом вести, и поэтому как бы, Залужный говорит, что, скорее всего, старый мировой порядок уже перестал работать. Вот это основные государства, которые гарантировали этот мировой порядок, 5 этих стран, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Два из этих самых больших государств, они нарушают уже мировой порядок, и что будет формироваться, уже формируется или нужен будет, ну вот он так это аккуратно говорит, новый мировой порядок. Это как после Лиги наций была создана Организация Объединенных Наций и так далее. Если вот этот процесс будет в таком же русле развиваться, и так будет, какое место наше там, мы в этом мировом порядке, мы в этом старом, ну, нынешнем, который еще пока только по Залужному перестал существовать, а пока он существует, не нашли своего места там, хотя мы провели все процедуры, и этот мир лицемерно, цинично, коварно, подло, можно любые эпитеты применять по этому поводу, игнорировал, откровенно смотрел на это, не мог не видеть и игнорировал наш вопрос. Сейчас есть ли у нас гарантии, что с этой волей народа, с этим колоссальным опытом, грузом, который вы лично, ваш президиум, в вашем лице, ваших товарищей, все это несут на своих плечах, какое будет место с Чеченской Республики Ичкерия? Попадем ли мы в перечень стран свободных? Да? Да. Все зависит от того, каков это будет мировой новый порядок, и что будет лежать в его основе, на основе чего он будет строиться. Вот современное международное право, оно построено на основе свободы личности и всеобщей декларации прав человека. На этой основе держится современное международное право. И, устав ООН, еще другое, то есть защита личности человека. А что будет здесь и во что вот это все превращается, мы видим с вами, что борьба сегодня идет между вот этой основой свободы личности и современного международного права и диктаторскими режимами, которые открыто не проявляя вот эти все признаки на своей территории и отношении своих людей, они пытаются установить свой порядок и считают, что другим путем, вот эти власть держащие люди, что другим путем можно будет большего достичь. Так они считают. Но насколько это будет реально, какое это будет изменение, вот в чем вопрос. Поэтому самое главное другое для нас. Главное, что нашим народом принято решение. И другими народами, которые приняли свое решение в соответствии, скажем, правом, данным Всевышним, данным, в соответствии международному праву, мы приняли и создали свое государство, и наше государство незаконно оккупировано. От этой линии мы никуда не можем уйти, какие бы порядки сейчас не придумали. Это право, высшее право, которое, принято нашим народом и принято нашей Конституцией. А там посмотрим, кроме нас, в мире мы-то оккупированная страна, сегодня наша территория оккупирована, хотя все, атрибуты нашего государства есть, они были, созданы, и мы воевали против этой империи. 5 раз они на нас нападали, 4 мы их изгоняли. И остальной мир не понял нас или не хотел понять, потому что здесь шли интересы
значит, материальные или территориальные интересы, и нас здесь не поддерживали. Здесь, конечно, была беда и в том, что те страны, которые вышли из Советского Союза, скажем, их было 3 балтийских государств, которые были признаны самим Советом, еще 13, вернее, в чем числе и наша. Здесь они стали тоже между собой спорить. В основном они стали диктаторскими режимами. В принципе, за исключением нескольких там республик, которые остальные стали диктаторские режимы. Возьмите любую страну, назовите, это диктаторские. Поэтому, когда они создавали и говорили, что это будет демократическая страна, мы не наблюдаем за это. Мы не наблюдаем и то, что когда мы боролись, отстаивали свое право, значит, на свое государство, когда нас оккупировали, эти страны, которые вышли даже из Советского Союза, они не помогали, они боялись и не помогали, они боялись новой империи в лице России. Они ждали, думали, что наша хата с краю. А вот теперь смотрите, они пошли дальше и на Грузию, хотя они говорили, на нас нападали, что якобы потому, что исламские, мол, террористы и бандиты, чего не было. А потом они напали на христианскую Грузию, потом они напали на братьев украинцев, в 14 году отторгли их территорию, и сейчас снова они ведут войну, фактически захватили Белоруссию, Молдову. То есть вот эти вот все дела, которые они там раскручивают, если мы с этой стороны, с этой линии не будем отходить и не отойдем, а мы не отойдем от этого, и разные вот эти значит, заявления разных самозваных деятелей, которые представляются от имени нашего государства здесь на Западе, которых поддерживает Москва, общественные или это разные движения, которые себя изображают значит, властью нашего народа, их нельзя слушать, мы должны опираться строго на эти решения. И даже если новый порядок мировой будет, мы должны на это, потому что это будет фундаментальное значение, потому что это будет иметь значение от имени нашего народа. Вот какое будет наше там место и где мы сами должны видеть, и мы должны твердо стоять на позициях, которые, значит, приняты нашим народом в 90-м году на общенациональном съезде, а потом принятие нашей Конституции и, значит, о государственном суверенитете, принятом президентом, утвержденным нашим парламентом. Вот эти вещи являются очень важными для нашего народа и для любого народа, который в перспективе желает сохранить себя, сохранить свою идентичность, сохранить свой язык, культуру, территорию. А здесь вот эти диктаторские режимы, они ведут какие-то другие здесь цели у них, и мы видим, какие цели это демонстрирует даже вот сегодня власть, которая находится, новая власть Америки, демонстрирует. Поэтому отходить от основы нашего государства ни в коем случае нельзя, кто бы это что ни говорил. Это и есть главное, это то, что принял наш народ. Вот это место мы должны, значит, объединяться с теми силами, с теми народами, которые есть в мире, которые будут стоять на этих принципах. Вот наше место будет в этом мире. Мне так кажется. Асланбек, комментируя ваш ответ, пишет: не хотелось бы оказаться разменной монетой в новом мировом порядке, нельзя отходить от нашей Конституции. Аят, мы очень часто оказываемся в этой роли. Как вы считаете, можем ли мы снова оказаться в этой роли? Нет, я говорю, мы можем, если мы будем поддаваться разным вот этим деятелям, которые от имени власти, от имени нашего народа здесь на Западе выступают, или там в самой в Чечне выступают. Если мы будем по этой линии идти, то тогда, конечно, но так как у нас существует то, что я сказал, та линия, которая принята нашим народом, и те все структуры, и эти
значит, созданы нашим народом, это есть основа будущего. Это есть основа того, что было в наших, значит, у наших предков многие века. Мы всегда жили, отметим, что мы всегда, наш народ жил в демократической системе власти. Всегда, значит, избирался такой парламент, мягкий он назывался, куда от каждой, скажем, территории или от каждой части населения выдвигались, значит, личности, и пребывали в управлении этим государством. Так, там была, конечно, своя система у нас, но у нас никогда не было ни князей, у нас никогда не было ни рабов среди часть народа. И этот принцип у нас никто не отнимет. Вот это мы должны знать и должны понимать все. Это должны понимать и наши люди, особенно наша молодежь. Наша молодежь, причем при том развитии, которое она получает на Западе и в других странах, должна понимать, что главное есть, что мы должны сохранить свой народ, сохранить свою территорию, и чтобы мы не ассимилировались, чтобы народ не исчез, как исчезают многие народы. Нас много раз пытались ассимилировать, уничтожить. Повторюсь, скажу, что еще в 1700 году наш народ был по численности 2 миллиона человек и более. Это говорили историки российские, это говорили воспоминания генералы российских нашего времени. А потом, через 150 лет, этот народ, который должен был 2 миллиона развиться, скажем, его должно было быть уже 10-15 миллионов, от него осталось 100-120 тысяч человек всего лишь. Это историки отмечают здесь. То есть посмотрите, какую жестокую войну, какую жестокую, значит, политику против нас проводили, и мы сохранились. И сегодня, когда мы сохранились и живем в этом мире, мы обязаны помнить и знать это. Это должны знать особенно наша молодежь. Самое главное то, что под любым знаменем, то ли под религиозным, то ли под демократическим, то ли под еще каким-нибудь знаменем. Самое главное, если это ведет к тому, что наш народ ассимилируется или наш народ лишается своей территории, языка и культуры, что это против нас, и мы не должны этому поддаваться. Это самое главное. А у нас эта основа заложена, как скажем, вот в международном правовом поле, хотя раньше этого и не было так, да, но в международном правовом поле заложено. Мы создали свое государство, как я сказал, в части современного международного права, как и все страны, которые сегодня существуют. Поэтому за это надо держаться. Баркал Аят. Аят, ситуация, которая сейчас... Друзья, я напоминаю вам, если вы будете писать вопросы, я буду зачитывать. Поэтому давайте, друзья, поактивнее, задавайте вопросы, я буду зачитывать. Кто захочет, можно в конце, будет за полчаса, например, до конца стрима. Например, это будет через минут... Сколько это? 20-30. Мы сможем... Вы можете в ТикТок зайти, например, и... Я вам могу предоставить слово и сами уже непосредственно задать вопросы Аяту и Дигу. Аят, вот ситуация, которая сейчас, какие вопросы сейчас, одну секунду, которые ты вначале писал, мы уже просто от этой темы ушли, я в принципе такой же вопрос его задал, поэтому я подумал, что... Подумал, сейчас найду его. Вот вопросы здесь есть. Ну, такой вопрос. Аят, может у них все идет по плану, может это все какая-то игра для чего-то масштабного. Вот не верится, что ЦРУ не знала, что в ФСБ сидят КГБ после развала СССР. Почему Джохар Дудаев знал, что такое Россия, Гамсахурдия знал, что такое Россия, а Шеварнадзе не знал, что такое Россия, потому что Шеварнадзе был человеком Кремля. Вот такой вот вопрос и комментарий о этом. Ну, конечно, знали, но вопрос в том, что если ЦРУ, вот, допустим, сегодня ЦРУ, как бы, значит, новый президент очень большое количество людей разгоняет, так, то есть увольняет, так,
Они теперь говорят, они вели политику, которую, значит, было установлено их законодательством, так? И они, конечно, знали, кто есть кто, но для этого нужны были какие-то вот доказательства для того, чтобы можно было вот эти вопросы поднимать. И часто бывало, что та или иная другая сторона, значит, захватывала и арестовывала этих деятелей и выселяла их. Там дает столько времени, чтобы вот такое количество людей из посольств, других, чтобы они выехали, потому что они ведут шпионскую работу против той страны, где она находится. Это вот такая вот политика, которая проводится во всех странах, и все там наблюдают за этим. Конечно, они знали, но это значит, если они даже и знали, они до конца вопрос, допустим, про развале Советского Союза не довели. Они взяли, значит, позволили отдельным, вот, допустим, наиболее большим, даже не побольшим, а не одним отдельным народом создать свое государство, а остальные государства, остальные народы, которые имели право на это свое государство, они ничего не сказали, не поддержали. Вот, к примеру, Чеченскую республику, тогда ее так называли, не поддержали. Также не поддержали Татарстан, Башкортостан, Якут, другие, скажем, республики, которые имели право на создание своего государства. Здесь были какие-то политические или материальные интересы у этих стран, даже и Запада, потому что они, мол, боялись того, что там вот это атомное оружие может попасть кому-нибудь из этих новых республик, тогда с ними, мол, то снова проблем не оберешься. Это можно в какой-то степени понять, но эти вопросы надо было, если принципиально это заложено в международном праве, надо было его уже решать принципиально. В отношении нашего государства, которое мы создали, значит, точно так же они поступали и сегодня даже поступают. Вот только Украина, там Грузия и некоторые другие, значит, республики, страны нас признавали и говорили о том, что мы страна, созданная в рамках международного права. Поэтому, да, это при этом, причем, мы можем сказать, вот когда в 1948 году, значит, заговорили о создании нового мирового порядка, то тогда это вот строилось, как я говорил, на основе значит, свободы личности, общей декларации прав человека, а свобода личности предполагала, что, значит, должна быть свобода личности, право на свободу обладания информацией, передачи информации, свобода социальная и все такое. Свобода личности, она дает возможность каждому человеку участвовать в выборах новой власти в своей стране. А эти диктаторские режимы, как бы, значит, тихо пригнувшись, сказали, что мы не против свободы личности, но мы вначале будем решать вопрос свободы материальной, социальной. А это был обман. Они взяли и сказали, вот, допустим, там Сталин, примерно, говорит, да, мы не против свободы личности, но мы их сначала накормим, обуем, оденем эту личность, а потом и свободу личности дадим. То есть они говорили, что мы будем сейчас заправлять, а когда все мы сделаем, тогда и свобода личности. Это был хитрый прием. И эти государства сегодня как раз-таки вышли на арену и претендуют на то, чтобы, значит, вот эту основу свободы личности, она была как бы, ну, значит, загнана в подполье, и чтобы диктаторские режимы, как у них есть, чтобы они главенствовали в мире и продолжили. А диктаторские режимы – это режимы, которые не соблюдают, не считаются личности, убивают их, исчезают, как мы с вами знаем. Вот в этом и кроется вот это все, и в этом, как говорится, находится вот это противостояние, хотя они и знали, и делали. То есть здесь не хватало, знаете, вот когда как бы перетягивание канатов, это современное международное право, оно должно было укрепиться, оно должно было дальше пойти. Всегда диктаторы режимы находили в свободе личности и демократических странах, находили какие-то изъяны,
А они были, они и есть и в демократических странах, так? Ну, Мгм. в том смысле, что какие-то вот моменты, не присущие, скажем, людям, человеку, они как-то давали свободу всем. Говоря о том, что свобода личности — это не есть делать все, что ты хочешь, как пес, который с цепи сорвался, а это в первую очередь ответственность. И поэтому здесь вот отношение к этой свободе личности и свободе тоже должно быть соответствующее. И многие там люди не хотят этим заниматься, им легче, чтобы им управляли, а управлять самим в этом плане ответственно принимать решения, они не могут. Вот в этом вся вот и проблема. И, ну, эта борьба и продолжается, насколько я понимаю. Спасибо, Баркалай. Аят, вот Эркин, Казахстан, задает вопрос. Аят, распад России возможен? В принципе, распад России, конечно, возможен, теоретически возможен, но я не вижу никаких предпосылок для этого с самого начала. Я и говорил об этом. На основе чего они будут? На основе того, что здесь какие-то там несколько человек будут там те или иные вопросы поднимать, или на основе того, что Запад не желает распада его. То есть Запад, в принципе, не желает распада России, но они желают переформатировать власть в России. Переформатировать — это изменить систему власти, чтобы, значит, там диктатское режиме, чтобы там не было это империи, и вот эти захватческие войны шумели. Поэтому развал России маловероятно, но самое главное сейчас то, что захватила Россия после 91 года незаконно, она должна, значит, их освободить и выплатить репарации тем республикам, которые захватили. Я имею в виду Чеченскую республику, Ичкерия, Грузия, ну, значит, Молдова, Украина. Вот это все должно быть сделано. А остальное насчет того, что насколько там вот в этом отношении возмущение народа, допустим, готовы ли эти народы этот вопрос поднять? Когда мы этот вопрос поднимали в 91 году и обращались и ездили разным, скажем, республикам, значит, бывшим, то там мы не видели, тогда не были они готовы к той ситуации, как мы вот делали, допустим, Чеченской республики. Правда, к этому были близки Башкортостан и Татарстан, но и они потом, значит, сдали свои позиции и подписали, значит, договор о вхождении в состав России. Хотя многие говорят, что это временно, не временно. Какое временно? Время не бывает. Временно — это самое постоянное. Поэтому вот такое вот дело, в общем, в этом отношении, если говорить о развале России. Но я не исключаю, что может быть какое-то движение, какие-то движения внутри самой России, которые могут подняться. Но сегодня она находится в каком-то таком сонном состоянии. Им кажется, что на Россию кто-то напал, когда они сами напали на все эти республики, когда они сами виновны в этих вот войнах, и даже само население, оно в какой-то степени за определенным, ну, исключая небольшой процент, там очень малых людей, которые, остальные все они претендуют на то, что, оказывается, на Россию нападают, Россию, мол, не любят. А за что если ее любить, если они даже свой народ угнетают? Им это кажется пушечное мясо. Но в первую очередь они бросают на эти войны народы, которые входят в состав этой России. Это значит, их там платят им деньги, их бросают. Так что здесь вопрос о развале России или какие-то там батальоны есть в Украине сейчас, которые хотят эти вопросы решать, там, ну, российские, русские, так? Ну, я не вижу пока, у них цели, задачи есть и благородные, насколько я вижу, но как это получится, я не исключаю, что это может быть. Но пока что я вот не вижу. Это я хочу сказать. На Мгм. самом Баркалай, değerli soy.
Как известно, Соединенные Штаты дистанцируются от Украины, от Европы и предлагают самим обеспечивать себе безопасность. И Соединенные Штаты говорят, что они больше будут заниматься Тихоокеанским там регионом. И, ну, скорее всего, это, конечно же, речь будет идти не о Северной и Южной Корее, не о Тайване, как они говорят, скорее всего, речь будет идти об Иране. Но и в связи с этим, как Трамп уже давно призывает сесть за стол переговоров, остановить боевые действия в Украине на линии соприкосновения, возникла ситуация, когда а, западные страны, в том числе Франция, одна из лидеров, и Великобритания, которые хотят ввести войска в Украину. И русские категорически против этого, категорически. Это просто главная для них такая зацепка, за что они готовы на все, но войска иностранные вводить они не согласны. И, по всей видимости, вводить их будут. По крайней мере, такие пока видно подвижки в эту сторону, в этом направлении. И Путин начал собирать ОДКБ. Такой полуживой вот этот организм, который вроде бы коллективно обеспечивает безопасность. Как вы считаете, если, во-первых, войдут ли европейские войска на территорию Украины, по просьбе, конечно же, легитимного президента Зеленского и Верховной Рады, и примет ли участие в таком случае ОДКБ в войне против Украины и всего европейского мини-НАТО, как сейчас условно это называется? Ну, а что такое ОДКБ? ОДКБ, Аслан? Это коллективная безопасность называется. Это ну, эти государства, которые... Кто туда входит, я имею в виду? Кто Ну, Таджикистан, Узбекистан, Армения входят сейчас, пока не знаю. Но вот эти республики, государства, вот они входят. Ну, вы же Я знаете. не думаю, что эти члены ОДКБ, например, я говорю, да, что они вступят в какую-то войну, которую развяжет Россия. Сегодня ни одна из этих стран не участвует в войне против Украины. Мы же видим. Это ОДКБ, это Филькина грамота. Ничего там такого нету. Просто они собираются и делают видимость, что там какое-то есть объединение. Это объединение диктаторских режимов, которые вышли из стран, которые вышли из Советского Союза. Эти члены ОДКБ после, вот, допустим, если как ситуация изменится, могут быть такой же жертвой для Кремля, как и сегодня Украина, как Чеченская республика Чечения. Они это хорошо понимают. Так что там они... А то, что, скажем, европейские страны там хотят там вести войска туда, все, это вопрос решится после того, как они здесь решат, что они, как они будут обеспечивать безопасность Европы в целом, включая и Украину. Они пока ждут, они должны пойти в этом, еще встретиться с Трампом, как вы говорили. Вот премьер-министр Италии, женщина Мелони, она говорит, что надо нам снова встретиться и все там обсудить эти вопросы. Что там получится? И будет ли Америка их защищать? Скорее всего, да. Да. Потому что Америка будет на стороне Европы все равно, что бы там Трамп сейчас не говорил, мне так кажется, так? Но сегодня он там хочет что-то, какие-то выгоды себе сделать, сказать, что я такой сильный президент и готов вот то-то, то-то, то-то сделать. Конечно, у него есть какие-то свои положительные качества Трампа, но они непонятны обычному человеку, они непонятны нам в этой ситуации, когда он самого, значит, агрессор называет там хорошим человеком, знает, что он убивает людей, он не останавливает войну, он вот сегодня там 3 ракеты, там около 200-150 значит, разных дронов запустил, убил людей, снова Трамп все говорит вот так, вот надо так, а тот все не смотрит на Трампа и убивает, и убивает. И он сегодня
с утра до вечера поменял 2 раза свое мнение. То он очень сильно был против Путина, потом немного смягчил, потом, значит, сказал, что вот эти разведданные, которые есть по Украине, он это от имени Америки будет, значит, поставлять Украине, что если Россия будет нападать. То есть здесь вот это может все трансформироваться. Так? Поэтому я думаю, что, скажем, действительно, Европа будет сейчас, как я вижу, преобразовываться и создавать свою систему обороны, и туда войдет и Украина. Когда Украина войдет в эту систему обороны, они спокойно по договору могут вести свои войска на территории Украины. Я так думаю. Но сейчас, пока этот вопрос не решился, они хотят его подвести под какую-то основу, вот эти страны. И вот такая ситуация, насколько я вижу. Как сказал Карл фон Клаузевиц, прусский военный теоретик, война – это не шахматная партия, где ходить можно только по правилам. Настоящий полководец должен уметь разрушать шаблоны. И Да, Трамп да. именно так и действует, мне кажется. И я думаю, это такая... Если бы это были шаблоны, так, ведь это правило, которое есть, основано на человечности, на свободе личности, защите прав человека. Это очень важно, это принципиальная вещь, которая заложена во всех религиях и в мыслях каждого человека. Мы всегда, когда вот справедливость, гуманность, человечность, вот это вот все разрушать, если это уже совсем другое, чем там вот эти вот прав, конечно, но вот здесь вопрос другой. Как они будут вот это заменять, чем они хотят заменить? Вот пусть они это скажут. Посмотрим. Да, посмотрим. Будем наблюдать, как говорится. Будем наблюдать. А как вы вообще смотрите на перепалку между президентом Франции и главарем фашистской России Путиным? Что там Макрон говорит, что мы будем наказывать, что Путин лжец, всегда нарушает договора. Путин говорит, что вы забыли Наполеона, типа, как мы били Наполеона. Ну, по-моему, Наполеона не били, он сам, по-моему, победил и ушел. Ну, они что угодно, они же придумали свою историю, которой у них нет. Они русские раз, они не русские. Русские – это и Киевская Русь. Они разве, значит, эту всю территорию завоевали? Нет. Это было татарское ханство, которое, значит, было. А они, когда этот их последний, значит, хан умирал, там у него во главе находился этот Иван Калита, русский, так? Он был как бы у них это сборщик налогов, ну, как министр как его называют, министр финансов. Так вот, когда тот умирал, у него не было наследства, а это был самый, значит, мощный в этом отношении человек. И он захватил власть, и на это основание он должен был, как бы, значит, если он русский был, освободить эти русские республики. А он их не освободил, а он наоборот, он еще сильнее усилил, он еще сильнее укрепился, еще больше развился и начал, значит, власть, которая была в Украине, значит, перетащил в Москву. Ну, там целая история. Так что здесь говорит о том, что они русские, не приходится. Многие эти, вот, которые себя называют русскими, это не русские. Посмотрите их, откуда они произошли. Потому что у них там 3, 4, 5 поколений, а дальше кто они? Мы это знаем все, и украинцы об этом тоже прекрасно знают. Поэтому здесь сейчас говорить об этих вещах, мне кажется, то, что говорит Путин, там, мы там, вспомните то, это. А что там с Путин сам-то, что он эти вещи говорит? Он иногда, значит, тоже все, что ему вздумается, говорит для того, чтобы это пустить, как говорится, в массы. Раз он сказал, так и есть, мол. То есть он просто навязывает вот эту точку зрения, но на самом деле он ничего не сделает, а
Наполеон дошел до Москвы, да, захватил, и все, они оставили Москву и ушли. Потом этот народ стал для них, ну, это история известная. А в конечном итоге Наполеон это очень великий был полководец и император, это понятно. Сейчас там говорить об этих вещах не стоит, и намекать Макрону об этом тоже, по-моему, не стоит. Потому что Макрон прав в этом случае, он прав. Он не говорит, что ж каждый раз ты обманываешь, каждый раз вот так, вот так. Мы тебе говорим тебе то, это, тебя поддерживали всегда. А ты и нас ничего, чего ты хочешь, вот что он говорит. И мы будем, даже если Америка будет отходить от этой линии, то у них же есть атомные бомбы у Франции и у Англии. То они сказали, что своими, значит, атомными бомбами они покроют, защитят Европу. Даже в первую очередь не готовы это разместить на территории Польши. Уже речь об этом шла. Видимо, с этим недоволен товарищ Путин. Я так думаю. То есть император так себя ведет. Он пытается запугать людей. Вот в этом, по-моему, причина вся. Это очень, сейчас вы про атомные бомбы сказали, и русские, некоторые их комментаторы, абсолютно, ну, откровенно злорадствуют. Они говорят, что США моргнули, США испугались, у них паника, они хотели панику сделать среди населения, но пока смогли сделать только среди элиты. И вот постоянно Трамп говорит: вы что, хотите ядерной войны там, и так далее. И вот таким вот образом они говорят, что Трамп сейчас фактически моргнул, уступил, США дали задний ход, и теперь они хотят отойти в сторону и выставить Европу вперед, вот про ядерное оружие, там Франция, Великобритания, которые имеют ядерное оружие. И для того, чтобы, ну, как бы, типа, это не мое дело, говорит Америка, мы находимся за океаном, это у вас тут рядом. Как вы считаете, это соответствует действительности, то, что они говорят? Или же это какой-то хитрый план? Ну, мы же видим, что это хитрый план. Все же, в любом случае, это хитрый план. Значит, Трамп, ему только 4 года как бы оставаться в власти, а вообще примерно через 2 года там будут другие выборы, значит, в Сенат или в Конгресс там. И там они могут проиграть, и тогда Трамп будет у них, как говорится, под пятой. Они будут ему указывать во всем. Сегодня, значит, в выборах эти Сенат и Конгресс, как бы большинство консерваторы. А завтра что будет, неизвестно. Поэтому он хочет быстро эти вопросы решить, и там войти в историю, зная, что больше ему президента не бывать. И хочет, наверное, заработать, как говорится, он же бизнесмен, хочет заработать. И здесь о том, что Трамп там испугался, здесь, по-моему, нет. Он там решительные шаги принимает часто, даже необдуманно, мне кажется, он принимает и может принять. Его просто настроить на эту струну. И главное для него, по-моему, деньги. Деньги, хотя кроме денег он думает, конечно, и о Америке, думает о перспективе своей. Я это вижу. Мы сейчас видим все сами. С другой стороны, здесь, мне кажется, все зависит от характера этого человека. Он как-то себя ведет неадекватно, мне кажется. Может быть, это большая игра, говорят многие. Но посмотрим, мы же говорим, посмотрим. Но эта игра пока что не приносит никакой пользы для простого человека, которого простой человек сидит себе дома и думает, что происходит. Мы думали, что будет как-то лучше с приходом Трампа, а здесь еще больше опасность, и куда каждому человеку, который не может сам себя защитить, куда его себя девать, семью свою, что будет, что они хотят делать, чего им не хватает, думают они, люди простые. Оно так и есть. Кто их интересы защищает в этом споре? Здесь я не вижу защитников ни Трампа, ни Путина,
но ни других вот некоторых деятелей не вижу. Вот такая ситуация, сам, мне кажется. Нет, он не испугался. Это что-то другое. Да, ну, конечно, да. Но это как бы радует слух российского обывателя и на этом как бы манипулирует. Но с другой стороны, если посмотреть, с одной стороны, может показаться, что Америка отходит в сторону там и так далее. И а, Да, это так. Может показаться. Ну а м, что в итоге, пока же никто не знает, что будет. Потому что каждый день кто-то там сказал, сейчас надо стать раньше, чем Трамп, чтобы не оказаться... Утром надо стать раньше, чем Трамп, чтобы, значит, не услышать, что он скажет, день целый испортить ему настроение. В общем, вот такие вещи сейчас происходят, типа анекдотов. Да, ну вот, с одной стороны, абсолютно как бы понятна вот эта политическая ситуация. Просто много составляющих нам неизвестны в этой игре, большой шахматной партии или Да, да, абсолютно беспредельной партии. Не знаю, шахматы уже здесь, наверное, не работают. А с другой стороны, вот эти реверансы, которые он делает там, в сторону Путина и России, они, понижают боевой дух, настрой всех нас, всех, кто сражается, всех, кто поддерживает Украину. И как будто разочарование наступает у тебя в да, душе. Думаешь: "Ну, ёлки-палки, вроде лидер, вроде мы все его поддерживали, мы все так Америка, Трамп, все ждали, что вот там такой-сякой, а он раз, и, и Байден кажется уже, не знаю, святым человеком на фоне этого, который прямо говорил, это убийца, это бандит. Сегодняшний госсекретарь Марко Рубио, вы видели это видео, где раньше он говорил о том, что военный преступник Путин, все такое, там на заседании там Конгресса, на слушаниях там Конгресса. Сейчас он говорит, что, ну, я работаю на Трампа, извините, нужно договариваться, нужно разговаривать. И понятно, что идет какая-то большая игра, но это как-то не сбивает с толку, скажем так, дезориентирует немножко. Вам так не кажется? Мне кажется, знаешь, что, Аслан, что возможен и такой ход, что в один момент, когда Трамп увидит, что нет никакой, значит, выгоды или политической пользы, он может резко повернуться против Путина. Ну, это ожидаемо. Да. И тогда Путин здесь окажется вообще, ну, сами понимаете, в каком состоянии. Так что это может он сделать. Ну, если он, сделав это, потом обратно повернется, тоже это будет совсем непонятно. Знаете, Ну, что русские говорят, некоторые да, там ихние комментаторы, они говорят, что таким образом, что призывая к миру Трампу вот этими своими да, хитростями, которые он там использует, он фактически, делит русское общество, российское да, общество. И, в российском обществе огромное количество офицеров, генералов там и всех элиты, всякой их такой, в кавычках, элиты, конечно, которые готовы пойти даже на полную капитуляцию, восстановление полностью Украины, там, выплаты контрибуций, все, они на все готовы, сдаются массово, здесь переходят на сторону Европы. да, да, В Лондоне, говорят, огромное количество КГБшников, ФСБшников, генералов переходит туда и находится там. И фактически один Путин, ну и вот его костяк, его группа, они держатся за власть, потому что те предлагают как раз при капитуляции сдать вот этого да, да, Путина. И он фактически говорит: ну как это вы, смотрите, парни гибнут, лучшие люди гибнут, там, третье, десятое, и одновременно еще у Украины же дела не очень хорошо. Люди же тоже с Украины стороны гибнут. Поэтому, и да, он говорит, фактически он может как бы разделить российское общество таким вот образом и дать карт-бланш тем, которые против Путина и готовы к капитуляции или к переговорам, к договору.
и сказать, ну хорошо, если Путин не идет, ребят, давайте там какой-нибудь там Иванов, там Петров, Сидоров, там Гудков какой-нибудь, который здесь в Европе ошивается. Ну вот такой вариант. Как вы считаете, это возможно такое? Опасения русских не напрасные или напрасные в этом смысле? Ну, вот это либеральное вот это движение, которое находится на Западе, да, Ага. Она продажная и против, значит, и пойдет на любые там, это чтобы вот к власти, они только имеют. Но на самом деле они те же самые, они, как говорится, плоды вот этой империи. По сути, у них внутри сидит вот эта имперкость этих. Возьми любого из них, который здесь на Западе есть, который из себя изображает тем или иным, говорит так или так. Вот попробуй и спроси у него, как он великодержавник. Вот это у них главное, вот великодержавник, это у них главное, что в них есть. Они говорят, нет, мы там придем, мы новые будем, мы Путин уберем, новые будем там. Вот, говорят, хотим создать, Россию не хотим. Вот эти вот Карамурза и другие, которые вокруг них крутятся, это новые, да еще те старые. Они все на одной платформе, но между собой спорят, и как раз-таки они вот эту идею преподносят Западу и, скажем, Путину. Но от них польза, если будет, то, конечно, их Запад и Путин, Трамп могут как-то на них рассчитывать. Но мне кажется, они ошибаются. Там есть, в России есть и другие силы, которые хотят, чтобы в власти пришли, ну, скажем, народные движения, лидеры какие-то у них обозначились. Это у них есть. Но они находятся, эти люди находятся и на Западе. Я знаю о них некоторых так, ну и находятся в самой России. Так что ситуация такая. И поэтому Запад тоже рассматривает, видимо, все варианты. А эти либералы, они такие деятели. Но они из себя ровным счетом ничего не представляют, мне Нет, кажется. Ни поддержки народа, ни... да, к ним вот так примкнули и наши некоторые деятели, которые раньше были, значит, религиозниками, потом отошли, потом снова пришли, потом начали вместе с ними разваливать на бумаге Россию. Ничего только не здесь не крутили на Западе, подписывали вот эти бумажки, что они потом готовы создать им государство, помогать им это. И здесь несколько вот деятелей, которые есть на Западе, от национальных республик, так, им с ними вроде, их тоже они как бы, значит, считают людьми второго, как говорится, порядка, но сами себя выдвигают вперед. Они никогда не дадут. Вот, допустим, вот, знаете, в Англии уже в который раз там разные люди, индийцы или другие там премьер-министры. В Америке там становились президент даже, скажем, чернокожий, там то, другое, все. Такого нету в России, это не может быть. Только может быть путем захвата власти, понимаете, захвата власти. То есть свободы и равенства нет, ни расизм и другое, третье, то, что не присуще, скажем, человечности, этого нет пока что среди этих людей на Западе. Нет. Вот они знают, что на Западе существуют вот люди, которые являются легитимными представителями чеченской власти, они активно, значит, в этом вопросе скрываются. И там собираются между собой какие-то, ведут разговоры о том, что вот, мол, вот эти вот самозванцы, которые с ними там общаются, вот с ними они общаются, они с ними и общаются. А почему? А потому что у них одна платформа. Они сами такие, как и эти наши, понимаете? Вот здесь вот такая ситуация. Ну, если какие-нибудь события, о которых сами русские говорят, что сейчас они к маю готовились, какие-то волнения будет, но сейчас они говорят, что немножко это к осени может переместиться и так далее. Война, соответственно, к осени не должна закончиться, потому что Путин не согласен, чтобы туда вводились, в Украину вводились европейские войска. И, соответственно, вот пока вот это все брожение будет продолжаться. Если же все-таки вот какие-то волнения там начнутся, есть ли, кроме силовиков, так называемых силовиков, ФСБшников, там, других там,
кто мог бы реально выступить. Потому что если они выйдут, их ведь просто массово могут всех просто под ноль зачистить. Здесь должно быть движение. Движение поддерживаем народом, понимаешь? Если Но народа нет, мы, он зашуган, запуган. да, но если есть какое-то вот движение, да, целое движение, которое поддерживается народом, каким-то процентом, там, какое-то количество людей, так? Если, допустим, 100 человек, и среди них есть, скажем, наиболее активные 15 человек, они могут увлечь и остальных, чтобы они были такие активные. Вот. А в России такие люди, мне кажется, они формируются, и есть такие. Я знаю людей, которые признают принципы нашего государства и готовы, значит, признают, что наше государство оккупировано. Я знаю некоторых людей в России, которые вот такие заявления делали и делают, и мне иногда с ними общаюсь, сейчас тоже так, но сейчас они тоже так подполись пока что, но они есть. Вот в чем вопрос. Вот эти либералы, они зря, как говорится, разевает роток на чужой хлебок. Ну да, на самом деле, да-да. Я тоже так думаю, нету никаких шансов вот этих либералов, которые здесь окопались на Западе. Потому что реально они себя дискредитировали полностью и в глазах российского общества. Да и ничем не лучше Путина они. Они соучастники многих преступлений путинского режима. Они не совершили столько преступлений, сколько Путин, но если их туда пустят, они могут совершить еще больше. Совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно. Так, друзья, пишите комментарии, очень интересный у нас диалог разворачивается. Европа возрождается после спячки, говорит Зубайда. Не могут европейцы являться игрушкой в руках Америки вчерашней колонии, говорит Зубайда. Как вы считаете, Аят? Европа возрождается после спячки? Происходят события такие глобальные? Европа после Второй мировой войны думает, что все в мире как бы стабилизировалось, и все, значит, идет в одну сторону, а военный блок был под руководством, скажем, Америки, НАТО, так? Сами они туда вкладывали какой-то процент, малый процент, а теперь Америка говорит, что вот сейчас напряжение пошло, давайте платите. Вот и Европа сейчас не то, что там она в спячке была, она ловко использовала возможности, которые были в Америке. Америка ловко, значит, на этом наживалась тоже, так, в любом случае. И сейчас Европа видит, что Америка так просто не будет их защищать, и видит, что она их выталкивает вперед. Мы там за океаном, вы давайте сами там расправляйтесь, давайте свое оружие, там войска, все готовьте, занимайтесь, говорят. Но на какой основе там? На основе того, что вот на заявление делает Трамп, мы захватим Гренландию, там Канаду, другие, там Палестину. Это все как-то не вяжется с этим, так? Но в целом, может быть, это как бы прикрытие вот эти разговоры. А на самом деле Европа должна, и мы видим, что она как-то встрепенулась, и они сейчас занимаются тем, чтобы как-то эти вопросы как-то отрегулировать, чтобы не оказаться снова перед неожиданным, значит, натиском Кремля, который подпитывается диктаторским режимом другого полушария, которые тоже хотят в этом вопросе участвовать, конечно, я так думаю. То, что войска в Украину будут введены, на мой взгляд, это практически решенный вопрос, потому что Украине нужна поддержка, и Украине очень нужна эта поддержка. И чтобы пала Украина, никто не может допустить. Ни Европа, ни Запад. Мне кажется, да. Мне тоже так кажется. Мне кажется, что и Америка, и сам Трамп этого не желает. Да, мне тоже так кажется. И сам тоже не желает. И вот эта вся вот эта дискуссия, которая идет там
Трамп там на Зеленского там наезжает, там про редкоземельные там ресурсы говорят, потом хвалит Путина. Вот это вся вот эта каша, которая сейчас заваривается здесь, она единственной целью преследует, на мой взгляд, просто уже сейчас уже становится это очевидным, чтобы вести туда эти войска, чтобы остановить наступающих русских там и как-то сделать какое-нибудь там на время хотя бы дать передышку. Ну, это часть, да, часть, это верно. Да. Но в то же время у них есть какие-то претензии у Америки, там, власти, скажем, Украины. Ну, там они пусть разбираются сами, какие у них претензии. Ну, вопрос если они по поводу использования тех ресурсов, которые они выдали, что они неправильно используют, один вопрос. А если они, остановив войну, давая убивать людей, как сегодня продолжается, и будем разбираться с этим, то это уже как-то не совсем верно. Знаете, не совсем верно такие вот действия сейчас вот обвинять Украину в том-то, в том-то. Давайте с этим разбираться потом. И притом вмешиваться надо, мол, Зеленского заменить, выборы сделать. Вот эти вещи тоже неправильно. Знаете, как это он сидит там и говорит, надо там другого там избрать. Ну, образно я говорю. Да. Эти вещи нельзя только делать, потому что они неприемлемы. То есть, получается, украинского народа нет, народом избранная власть, и этому Байдену нужна другая власть. Согласится ли с этим украинский народ? В это вот загнанное, в этой ситуации, в этой, как говорится, в этом противостоянии очень тяжело украинскому народу. И думаю, что в любом случае согласия не получит на это, скажем, Трамп не получит. Вот, мой вопрос я просто закончил бы. По поводу, если ведут все-таки войска, а вот это уже камень такого преткновения, у них уже становится камнем преткновения, вести войска уже очень, Лавров очень по этому поводу возмущается, что не надо, ни при каких условиях мы не согласны и так далее. Если они туда ведут без согласия России эти войска, то посмеет ли Россия атаковать эти войска наравне с украинской армией? Как они атакуют? Ну, то, что говорит там, мы не согласны, это какое его дело? Что на его территории, что ли, вводят? Они могут спокойно вести туда войска. Это они так разговаривают, мы, мол, можем вести то, все, чтобы ты, мол, раз ты соглашаешься остановить войну, мы ведем войска, вот чтобы ускорить это. Они что, вводят эти войска не для того, чтобы... Они не говорят, что они вводят войска, чтобы воевать против России. Не говорят. Они как бы, значит, как миротворцы. Это ничего не означает в этом смысле. Но если они начнут их убивать и стрелять по ним, тогда, конечно, Россия получит ответ. Это ясно. И здесь вот эти ходы туда не надо водить, как будто бы там они командуют. Как будто бы это и в их власти. И Лавров, и Путин это говорят. Это не в их власти. Это будут решать эти страны. Они между собой могут потом договориться, какие-то договора сделать. Ты видишь, что все европейские страны, ну, за исключением двух, которых мы знаем, все они едины, все. Они понимают, что это завтра, если они там в Украине не остановят, что завтра это придет сюда. Они это все понимают хорошо. Вот и все. Дело в том, что вот про миротворцев сказали, они говорят, русские опять же говорят, что никакие это не миротворцы, абсолютно не похожи, их обучают как очень как боевые расчеты, боевые части, и это наступательные, там очень мощные, и когда они будут заходить, они, значит, однозначно будут вступать в войну против Украины. Речь даже идет о том, что будет сперва отрезана Беларусь, это чтобы там защитить страны Балтии и Польшу потом прикрыть. И потом уже дальше как бы пойдет наступление. И это никакие не миротворцы, русские говорят сами об этом. А это наступательные войска, и это очень все плохо, что... И вот, понял. Но кому они это говорят? Сами себе? Сами себе, ну в эфирах, да, обсуждают. Пусть говорят сами себе. Ну что они говорят? Это же не значит, что и они где-то куда-то жалуются. Они что, ООН жалуются? Или Совет Европы? Пусть пожалуйста там.
международную организацию, что это так. Пусть пожалуются. Они это просто разговоры, пустые разговоры, которые там как будто от них это зависит. От них зависит только то, убраться с территорий, которых они захватили, и, значит, выплатить все репарации и помочь восстановить там власть в этих странах, республиках, так, и установить мирные отношения. Вот в чем вопрос. Они сами вот это все, Путин и его команда развили, наоборот, они приблизили это НАТО к себе, ну, ты знаешь, северные эти страны, да, Финляндия и другие, так? И теперь они вот говорят, вот они там то расширяются. А как мне расширяться, если они вот начинают войну и начинают убивать, расстреливать, незаконные захваты территории ведут себя? Как? И в какой-то степени они выполняют, значит, свои обязанности перед Организацией Объединенных Наций, которую они подписали, и в соответствии с международным правом действуют. Хотя, конечно, не всегда бывает гладко все, но все равно это так. Направление в этом я вижу, по крайней мере. Так? Ага. Вот Асамбек пишет, если, например, на некоторое время приостановить войну в Украине, между Украиной и Россией, наверное, Россия устроит внутреннюю войнушку, снова убивая людей. Как вы думаете, Аят, если произойдет приостановка, Россия начнет внутри, вот на Кавказе, о чем они много готовят, говорят, и просто у них пока нет возможности для этого? Я думаю, это не в интересе, она будет готовиться к новой войне, а здесь дело в том, что остановка войны – это, значит, обеспечение безопасности. Что имеет в виду? Необходима долгосрочная безопасность. Это нужно для Украины, чтобы если мы сейчас заключаем какой-то договор, чтобы это было гарантировано, гарантия безопасности хотят они. А те говорят, мы готовы остановиться, но никакой гарантии безопасности не даем. То есть дайте нам передышку, мы сейчас наберем снова, значит, себе там оружие, и все-таки снова рынемся. Они говорят. А эти говорят, нет, вот надо так. И здесь вот тоже с Трампом тоже. Давай ты подписывай, а потом мы будем брать это гарантию безопасности. А это говорят, нет, вначале давайте обещать, что гарантия безопасности, а потом будем и подписывать, думать будем. То есть они уже обманывали их, когда они атомное оружие в Будапеште передавали там, и другие, сколько раз, Минские, и другие все соглашения, они обманывали, и Запад, и другие свои вот эти обещания не выполняли тогда. И сегодня они обвиняют Зеленского, а сами сколько раз они подписывали этот документ, заставили передать атомное оружие, скажем, России. И сегодня из-за того, что это оружие передано России, Россия и напала на Украину. А если было бы атомное оружие, Россия бы не напала. Это однозначно. Да, совершенно верно. Вот такие вещи. Так что вот такая вот ситуация. И они, исходя из этого, рассуждают и правильно делают, с моей точки зрения, украинцы. Аят, мы уже 1,5 часа уже больше в эфире. Если больше нет вопросов, друзья, я предлагаю завершить наш сегодняшний стрим. Мы много чего обсудили. Есть ли, друзья, Аят, может, что вы хотите сказать дополнительно? Нет, давай на этом завершим. Хорошо. Спасибо, было очень интересно, Аят, как обычно. Спасибо за подарки всем, кто тут в ТикТок меня задаривал подарками. Спасибо всем, кто принимал участие, смотрел, поддерживал. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Героям слава. Ичкерия слава. Спасибо. До свидания.